республике выявили 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших 82% взрослых и 18 детей. Медведь был замечен в Амгинском районе. Хищник переплыл реку в сторону села. Родители 15 миллионов российских детей получили единовременные выплаты, пополнился и бюджет семей Нерюнгринского района. Здравствуйте, в эфире новости, в студии Юлия Великодная. За минувшие сутки в республике выявили 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила главная санитарный врач республики Маргарита Игнатьева. Заболеваемость регистрируется в Якутске и 19 районах. Среди заболевших 82% взрослых и 18% детей. Среди взрослых 70% заболеваемости приходится на трудоспособное население, на возрастную группу от 18 до 50 лет. По течению заболевания у 28 протекают бессимптомно, 55% легкой степени тяжести. Тяжело переносят заболевание 2%. И у 44 больных пневмония. За последние сутки у нас прибавилось 98 случаев, в том числе в городе Якутске 64, в Мегино-Кангаласском 22, в Чурапче 5, в Нерюнгринском и Амиконском районе по 2 случая и в Мирнинском, Намском и Хангаласском районе по 1. И зарегистрирован один летальный случай, тоже у тяжелого больного, тоже пожилой человек с хроническими заболеваниями. Почти 80% случаев, которые приходятся на город Якутск, там высокий процент очаговости, то есть болеют в основном по семейным контактам, болеют целыми семьями. В городе Якутске у нас высокий процент пораженности детского населения. В республике действует на сегодняшний день еще 5 групповых очагов. Это 2 очага заболеваемость среди вахтовых рабочих предприятий, как Сургутнефтегаз, Золото Селигдара. Мы еще не закрыли действующее групповое заболевание в ЯИПК и в Якутском республиканском онкологическом диспансере. Отменен карантин на ЧНД полностью и локализована заболеваемость среди студентов Северо-Восточного федерального университета. 8 тысяч работников Чиндинского месторождения вывезены за пределы республики. На сегодняшний день работают 2000 человек, которые все это время обеспечивали бесперебойную эксплуатацию на месторождении. Напомним, глава республики подписал указ о снятии режима карантина на территории Чиндинского месторождения. Основной состав медицинских работников, а также сотрудников Роспотребнадзора уже отправились в Якутск. Между тем, Айсан Николаев договорился с главой МЧС России Евгением Зиничевым о том, что мобильный госпиталь МЧС и временные пункты размещения остаются на территории Якутии и будут использованы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Часть пункта временного размещения, доставленная из аэропорта Талакан в Якутск, в ближайшее время на территории месторождения восстановится рабочий процесс. В планах начать работу, связанную со строительством магистрального газопровода, в связи с чем в июне начнут возвращаться выехавшие вахтовые сотрудники. Здесь стоит задача, чтобы все-таки люди, прибывающие на Чиндинское нефтегазоконденсатное месторождение, проходили обсервацию, тестирование, не заражались как на территории месторождения, так и пребывали нездоровыми. Этот процесс полностью сейчас организовывается, подготовлены обсерваторы непосредственно на Чиндинском нефтегазоконденсатном месторождении и обсерваторы там, где сборы вахт организовываются. Мы сейчас в процессе переговоров с Стройтранснефтегазом о том, чтобы все-таки принимались местные кадры. Подготовлены уже проекты соглашений. Мы подключили к этому процессу через Госкомитет по занятости компанию «Алмазы Анабара». На сегодня «Алмазы Анабара» уже 250 человек подобрали. И вот мы должны решить, каким образом трудоустройство будет организовано там на месте.
Тем временем среди якутян для работы на Чиндинском месторождении ищут аппаратчиков химводоочистки, водителей самосвала, дорожных рабочих, стропольщиков, плотников, поваров, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей и кипианий ниже 4-го разряда и разнорабочих. Зарплата от 48 тысяч до 80 тысяч рублей, сообщает Госкомитет по занятости населения. Желающим трудоустроиться направлять заявленную и подписанную анкету на адрес электронной почты. Ее сейчас вы видите на своих экранах. При наличии квалификации надо приложить к анкете копии удостоверений. По оперативным данным авиалесоохраны, на территории Якутии действуют 5 природных пожаров на общей площади, пройденном огнем 15 521 гектар. При этом площадь активного горения составляет 22,5 гектара. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 70 природных пожаров. За сутки возникло 3 возгорания, угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров. Также проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах. Об этом сообщил Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по республике. Медведь был замечен в местности Мекке Амгинского района. Хищник переплыл реку с правого берега в сторону села Амга. После поступления сигнала очевидца была организована оперативная группа из числа сотрудников инспекции экологического надзора, полиции и комиссии по чрезвычайным ситуациям УЛУСа. В течение дня велась работа по поиску и недопущению выхода зверя вблизь села. На данный момент следов хищника и самого зверя не обнаружено. Комиссия призывает жителей соблюдать предельную осторожность и приостановить выходы на природу. Составлена группа из числа сотрудников полиции, комиссии чрезвычайной ситуации и с инспекторского состава Амгинской инспекции. И будет осуществляться сейчас тоже данное мероприятие по регулированию данного хищного животного медведя. Этот случай на сегодняшний день 4-й случай в Амгинском УЛУСе. Было выходы медведя в Сатагайском наследии, Чакырском наследии и 2-й случай в селе Амга. Обследование Минэкологии выявили в лесах около Якутска, Сибирского шелкопряда. Так, на территории Мархинского участкового лесничества на границе с Намским лесничеством площадь распространения вредителя составляет 700 гектаров. Насекомое повредило породу лиственницы даурской. На момент обследования объедание хвои составило 30%. По расчетам специалистов, в среднем на одно дерево приходится от 60 до 70 гусениц. На территории Шестаковского участкового лесничества на границе с Хангаласским лесничеством на общей площади 1200 гектаров также выявлен сибирский шелкопряд. На момент обследования объедание хвои составило 45%. В среднем на одно дерево приходится от 110 до 120 гусениц. У нас по предварительным данным по учету в Мархинском участковом лесничестве на одно дерево приходится в среднем 60 гусениц, в Шестаковском где-то 100. Для средневозрастного дерева, а для объедания полностью необходимо 300, около 300 гусениц. По результатам информация будет направлена на Федеральное агентство лесного хозяйства, и оттуда уже будет принято решение для принятия каких-либо мер. Это имеется в виду меры по локализации и ликвидации очагов, это, скорее всего, будет химборьба. МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По их данным, соответствующий приказ уже подписан, он должен вступить в силу через 10 дней после публикации. Теперь, как утверждают собеседник издания, госавтоинспекция сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До настоящего времени трехзначный код мог начинаться только с 1 или с 7. Родители 15 миллионов российских детей 1 июня получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Так и нерюнгринцы символично в День защиты детей пополнили семейный бюджет, рассказывает Екатерина Павлова. Вот одна кулочка сидит, высаживает цыплят для нас. А вот одна кулочка идет под окном. А вот и наши голубки.
Забота о хозяйстве, уход за саженцами, веселые забавы детей. Так проходят дни семьи Садрисламовых из поселка Чульман. Еще одним приятным событием дня стало сообщение о пополнении счета, на который поступили государственные меры поддержки. В семье растет 2 детей. Юной помощнице Саше 5,5 лет, маленькому Мише скоро исполнится год. Поэтому семья Садрисламовых получила как ежемесячные выплаты на сына, так и единовременную выплату на дочь. Заявление на выплаты деткам до 3 лет, это которые ежемесячные апрель, май, июнь, я подавала через госуслуги. Я подала 3 мая, 6 я уже получила за 2 месяца, за апрель и май. На старшего ребенка это выплаты от 3 до 16 лет. Я подавала также через госуслуги. И вчера, в День защиты детей, социальная выплата упала на карту. Огромнейшее спасибо президенту Российской Федерации, конечно же, сотрудникам Пенсионного фонда по Нерюнгринскому району, что так оперативно отрабатывают наши заявления, и мы получаем деньги в срок. По статистике Пенсионного фонда Нерюнгринского района на 1 июня с заявлением о выплатах на детей обратилось более 5000 нерюнгринцев. На них из федерального бюджета уже получен 71 миллион рублей. По 5 тысяч на детей от 0 до 3 лет и вот по 10 тысяч от 3 до 16 лет. Вот на 1 июня уже произведено выплаты 5123. Возможность подать заявление есть до октября месяца. Поэтому я думаю, что все успеют обратиться, и всем выплаты будут своевременно выплачены. Для получения выплаты родителям нужно подать заявление на портале госуслуг. Обработка заявлений ведется сотрудниками Пенсионного фонда. Подать заявление на соответствующие выплаты семьи могут до 1 октября 2020 года. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. В рамках подготовки ко Дню города в Мирном ежегодно проходит конкурс по благоустройству алмазной столицы «Мой дом, мой двор, мой подъезд». В смотре принимают участие индивидуальные предприниматели, предприятия и простые горожане. В этом году прием заявок начался в конце мая. О том, как готовятся мирнинцы и что ждет победителей, узнавала Ивана Филиппова. Будут заготовочки. И в июле как раз мы облагородим. Легким движением руки березовое полено превращается в декоративный заборчик. Его на своем дачном участке решил сделать Александр Дьяков. Пенсионер из Мирного обожает работать руками. Взяться за пилу решил ради городского конкурса «Мой дом, мой двор, мой подъезд». На душе приятно, и когда и уют, и все это сопутствует, и здоровью лучше от этого. Среди участников конкурса и собственники жилья «9-й квартал». В 2019 году их дом на Комсомольской 2А стал лучшим среди домов в каменном исполнении. Жюри понравилась наша система безопасности нашего двора. Данные мероприятия были проведены по решению общего собрания данного жителей многоквартирного дома за счет средств экономии по смете затрат. В этом году ТСЖ-9 представит дом по Аммосова, 16. Для конкурса благоустроили придомовую территорию. Забетонировали пешеходные дорожки, поставили скамейки и урны. К середине июня планируют поменять леерное ограждение и посадят рядом кустарники и цветы. Поддержание чистоты и порядка, бережное отношение к общему имуществу, творческий подход к оформлению подъездов и придомовых территорий – это показатели, по которым определят победителей. Все эти детали, все эти нюансы, они обсуждаются, и уже комиссионно потом принимается решение, исходя из выбранной позиции непосредственно оформителей, как они для себя определили, да, получилось ли у них воплотить фантазию в реальность, насколько это получилось, да, и насколько это со стороны выглядит привлекательно. Украсить город к его дню рождения может любой. Нужно лишь в течение месяца подать в администрацию Мирного заявку на участие. В середине июля жюри подведет итоги. Ивана Филиппова, Артур Голиков, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.